Здравствуйте! Время информационного выпуска новостей на канале «Новый век». В студии Анастасия Маслова. Коротко о главном. На одних дорогах ремонт уже идет, другим еще предстоит. Где и как изменится проезжая часть? Налоговая льгота в Туве. 8 категорий фрилансеров освободят от налогов. Сдать кровь и спасти кому-то жизнь. В Туве стартовала эстафета добровольного донорства. О событиях подробнее. На Ангарском бульваре начинается реконструкция дорожной полосы. Планируется сделать ее четырехполосной. Сейчас есть возможность чуть больше средств направить на региональные дороги. Благодаря переадресации федеральной дороги М54 вдоль всей Тувы, написано в источнике. Что еще запланировано сделать на Ангарском бульваре, а также какие еще отремонтируют дороги, расскажет Диана Баян-Багус. В этом году ремонт дорог начался в апреле. Первое, что было сделано, это заливка трещин на 12 километров дорожного полотна. Затем приступили к ямочному ремонту. Весь центр города отремонтирован к майским праздникам. Ямочный ремонт выполнялся методом впрыска эмульсии щебнем. Эта новая технология позволяет выполнять работы в любую погоду. По реконструкции территории Ангарского бульвара будут скомбинированы несколько источников финансирования: региональный дорожный фонд и программа «Городская среда». Дорога по асфальту Ангарский бульвар. В этом году будет отремонтирована дорога, подъезды во дворы, въезды во дворах дороги, озеленена, сквер будет сделанный. Это все по федеральной программе «Дорожная среда» и федеральный дорожный фонд. Сейчас работы ведутся по улице Интернациональной, а также Титова, от набережной до дамбы, вплоть до улицы Ленина, затем от Кочетова до Красноармейской. В данный момент ремонт дороги выполняется на улице Титова от Щетинка-Кравченко до улицы Ленина. Асфальтирование молодежного сквера. Этот участок выполняется в рамках программы «Городская среда». В Ангарском бульваре помимо благоустройства территории будет заменено дорожное полотно. Ангарский бульвар преобразится полностью. Как поделился заместитель по жизнеобеспечению мэрии Кызыла Александр Черноусов, вдоль дороги будет торшерное освещение. В этом году также планируем произвести ремонтные работы на улице Ангарский бульвар. То есть те работы, которые там практически будет произведена полностью замена бордюрного камня, устройство освещения, строительство пешеходных дорожек, озеленение, то есть полный комплекс будет выполнен работ. Эти работы планируется начать в июле месяце. В этом году в летний период также запланирован ремонт дорог в районе центра, горы, восточной части города на Байхакской. Все работы выполняет организации ООО «Восток» и САЯ. На интерактивной карте дороги onaf.ru можно отметить проблемный участок. Нужно указать на карте местоположение дороги, приложив фотографию с кратким описанием. Жители могут проголосовать за обозначенные на карте дороги и прокомментировать. Именно так жители Ангарского бульвара своей активностью добились реконструкции своей территории. Диана Баян-Багус, телекомпания «Новый век». Сегодня в рамках проекта «Управдом» прошло собрание руководителей управляющих компаний ТСЖ с представителями службы по тарифам, Федеральной службы судебных приставов и региональными депутатами. Одним из главных вопросов обсуждения стали повышение цен на тарифы электроэнергии и тепла, а также не оставили без внимания должников по услугам ЖКХ. С девизом «Удобно, комфортное жилье» один из главных критериев качества жизни региональные координаторы проекта «Управдом» провели день открытых дверей в управляющих компаниях, где помимо жильцов домов и сами сотрудники компании и ТСЖ могли задать интересующие их вопросы. Первый вопрос представителей управляющих компаний был адресован руководителю службы по тарифам об освещении мест общественного пользования. У нас платеж влияет, размер платы, не только от тарифа, но зависит у нас от норматива. То есть это будем говорить для тех, у кого нет приборов учета. Для чего устанавливается норматив? Чтобы, сами понимаете, чтобы понудить собственников все-таки свои ресурсы учитывать прибором учета. Но если вы не желаете вставить прибор учета, то поэтому здесь устанавливается расчетный норматив на коммунальный ресурс. По словам представителя службы по тарифам Екатерины Николаевой, цены в этом году поднимутся на электроэнергию, тепло, горячую и холодную воды. На тепло у нас повысится на 4%, на электро на 5%, холодную воду в зависимости от
ресурсно-снабжающей организации от 4% и до 22% это у нас по водоканалу. Помимо этого обсуждались и вопросы злостных неплательщиков услуг ЖКХ. Так, по данным управляющей компании «Уют», более 5 жильцов уже на протяжении последних 2 лет не платят за услуги ЖКХ. Нормы нашего закона об исполнительном производстве определяют, что согласно 112 статьи штрафная так называемая санкция за несвоевременное исполнение решения суда или уполномоченного органа, то есть данный судебным приставом исполнителем 5-дневный обычно, да, у нас устанавливается срок, он может налагаться в размере 1000 рублей в отношении физического лица гражданина и в отношении юридического лица организации не менее 10 тысяч рублей. Также главным судебным приставом Республики Амакамдастай было предложено выходить в совместные рейды с управляющими компаниями по должникам. У нас в управляющей компании максимум 1 юрист. И согласитесь, что это не сопоставимые возможности. В этом положении у меня еще есть для вас вот одна такая подсказка. У нас вот это распределение исполнительных документов поступающих, оно в черте города Кызыл, он как бы районирован, то есть по районам. Если у вас есть конкретный судебный пристав-исполнитель, отвечает за ваши дома, но конкретно с этим человеком надо теснее работать. Для того, чтобы совместные работы всех управляющих компаний с жильцами были намного эффективнее, кураторы проекта предлагают всю информацию о задолженности или же нововведениях сделать доступной для самих жильцов. Здесь, ввиду того, что система, вот, наверное, как жилищный кодекс ввели в действие ТСЖ, только сейчас вроде бы обзорно начали в новом таком вот большом масштабном. Еще это будет продолжаться до 2020 года. Напомним, что в рамках акции собственники жилья в удобное для них время смогут встретиться с руководителями и специалистами своих управляющих компаний и ТСЖ и получить ответы на интересующие вопросы. Чинчиса Мугабы, телекомпания «Новый век». В рамках проекта «Кыштак» для молодой семьи в Туве трудоустроено более 600 безработных жителей районов. Итоги первого этапа инициативы подвели участники проекта на встрече с главой республики Шалбаном Караулом. Напомним, что Тува вложила в развитие фермерских стартапов, которые являются основной целью губернаторской инициативы, 147 миллионов рублей, по 1 миллиону 400 тысяч рублей на каждого из 105 участников. На них было закуплен скот из расчета 200 голов овцематок на семью, построен дом и кошара для зимнего содержания животных. Кроме того, власти выделили им сенокосные и пастбищные угодья. В общей сложности было введено в оборот около 20 тысяч гектаров пустовавшей земли сельскохозяйственного назначения. Поддержали начинающих фермеров и местами в детских садах. 133 ребенка было устроено в них. Как считают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Тувы, ожидания от проекта начали оправдываться не только в социальном, но и в экономическом плане. В Туве 8 категорий фрилансеров освободят от налогов. Глава республики Шалбан Караул подписал и направил в парламент проект закона, устанавливающий виды коммерческой деятельности, свободные от налогообложения. К ним отнесены такие работы, как выпас скота, стрижка овец, пошив и ремонт одежды, текущий ремонт жилья, изготовление фотографий, организация проведения обрядов, свадеб, юбилеев, услуги гидов, экскурсоводов, тренеров по фитнесу и бодифитнесу. Как пояснили в Минфине республики, подготовившим законопроект, налоговые новшества, касающиеся самозанятых граждан, вступили в силу с 1 января 2017 года. На федеральном уровне было установлено 3 вида деятельности, которые освобождаются от налогов. Это репетиторство, помощь по хозяйству, уборка, мытье и так далее, а также уход за больными или детьми. Если Верховный Хурал одобрит инициативу правительства, то в Туве свободно зарабатывать себе на жизнь, не регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя, получит возможность еще 8 категорий самозанятых, указанных выше. При этом, говорится в проекте, налоговая льгота распространяется на тех фрилансеров, которые выполнят 2 условия. Первое – не привлекать наемных работников. Второе – уведомить налоговую службу о своем занятии, то есть легализоваться. Если эти правила соблюдены, то налоговый кодекс освобождает такого предпринимателя от налога на доходы физических лиц и налоговых взносов на 2 года до конца 2018 года. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 91 копейка, а евро 63 рубля 77 копеек. Прервемся на рекламу, не отходите надолго от телевизоров, продолжим сразу после нее. Для тех, чье слово на вес золота. Для тех, кто приблизился к звездам. Для тех, кто несет свет. 300 тысяч рублей. Выдающийся кредит для выдающихся людей. Банк Восточный.
Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0036. Так сплит-система Electrolux всего за 472 рубля в месяц. РБТ.ру. Летний сезон в оздоровительных лагерях и лагерях отдыха уже стартовал, и чтобы дети были в безопасности, все загородные лагеря и лагеря отдыха проверили на пожарную безопасность. Все ли готовы принять отдыхающих, узнаем у заместителя начальника Главного управления МЧС по Туве Александра Байрол. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько всего лагерей у нас готовы принять отдыхающих и открыли летний сезон? У нас сегодня на территории Республики Тыва 16 загородных лагерей, в которых мы сможем принять детей на отдых. Какие из них находятся под особым контролем управления МЧС? Под особым контролем 16 лагерей у нас находится 11. Это те лагеря, которые находятся вблизи лесного массива и также находятся внутри леса. С какого числа были начаты проверки на пожарную безопасность? На пожарную безопасность у нас начались проверки с 10 апреля текущего года по поручению правительства Российской Федерации. Что проверяли? Проверяли в основном это пожарную безопасность в самих зданиях, пожарная сигнализация, очистка территорий от сухой растительности, от листьев и также первичные средства пожаротушения. Много ли нарушений было выявлено? Изначально да, но есть ответственные лица в каждом лагере. Они готовились при закрытии лагерей в том году. Но сейчас все нарушения устранены во многих лагерях. В тех лагерях, которые не устранены, они постепенно устраняются. То есть, соответственно, они не открыты, да, которые вот еще нарушения не устранены? Но на данный момент у нас открыты 3 лагеря, это в Улхемском районе, Мангун-Тайгинском и Кайхемском. Первая смена. Думаю, ко второй смене уже лагеря у нас начнут открываться. Какие нарушения чаще всего встречались? Но основное нарушение это захламление территорий, раз. Второе это лагеря, которые находятся вблизи лесного массива или находятся в лесу. Это отсутствие опашки, так называемых минерализованных полос. Также основные это отсутствие пожарной сигнализации. Согласно федеральному законодательству должен быть сигнал дублирующий, переходить на центральный пункт пожарной связи. Ну и также обучение персонала, тот, который будет задействован и работать с нашими детьми. То есть какие-то тренировки до этого проходили? Подготовка была персонала? Да, персонал у нас обучается, проходит первоначальное обучение мерам пожарной безопасности. Также изначально, в начале учебного года мы занимаемся в школах с детьми, объясняем им, как нужно себя вести в случае возникновения пожара. Ну, то есть планово подходили к летнему периоду. А вот во время летнего периода, во время отдыха детей, вы будете какое-то участие принимать? Конечно, при открытии каждой смены с нашими сотрудниками будут проводиться практические мероприятия это по эвакуации из зданий. Также будут проводиться занятия с персоналом, как себя вести. Ну и игры, профилактические игры.
А вот за теми нарушениями, которые вы выявили, они уже были устранены, но во время летнего сезона вы будете смотреть, чтобы все было в порядке? Конечно, у нас на каждой территории есть инспектор Федеральной государственной противопожарной. Также они, ГПНовский инспектор, занимаются и лично отвечают за безопасность, это организаторы, то есть руководитель лагеря или той иной организации, кому принадлежит этот лагерь, отвечает, полностью несет ответственность за пожарную безопасность. Как нарушителей наказываете? Ну, применяем меры административного воздействия, также предупреждения. Ну, работа идет, продолжается. Какие-нибудь рекомендации можете дать? Да, конечно, хотелось бы сказать детям, соблюдайте правила пожарной безопасности, а руководителям и организациям смотреть за нашими детьми и не допускать огня на своих территориях. Но надеемся, что этот летний сезон у нас пройдется без происшествий. Надеюсь, берегите наших детей. Спасибо. Сегодня у нас в гостях был заместитель начальника Главного управления МЧС по Туве Александр Байрол. Сегодня отмечается Всемирный день донора крови. Ежегодно в этот день в Туве сотрудниками станции переливания крови проводятся различные акции. Вместе со всем миром свой профессиональный праздник, а также отмечают и почетные доноры. Благодарственные письма, нагрудные значки почетного донора вручались людям, которые на безвозмездной основе сдают кровь. Всемирный день донора крови – особый день, отмечаемый в честь безвозмездных доноров. Главной целью этого события является повышение осведомленности о необходимости безопасности крови и ее продуктов. И, конечно же, выражение благодарности донорам, добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для спасения человеческих жизней. Почетных доноров всего 244, и сейчас новые 19, итого получается 263 почетных доноров. Если в целом брать доноров по республике, то получается порядка 7 тысяч человек. Василий Батыщиков вот уже на протяжении 40 с лишним лет безвозмездно спасает жизнь людям. В первый раз дал кровь в армии в 1973 году. Помочь совсем незнакомому человеку оказалось очень просто. После армии, прибыв в Туву, он продолжил сдавать кровь. Пошел, и вот с 1974 года в городе Кызыле постоянно, по сегодняшний день, сдаю кровь. Ну, нуждающимся, кто попросит. Почетный донор республики – это звучит очень гордо, сильно и смело. Василий Батыщиков в числе одних из этих смельчаков. Можно утверждать, что за свой стаж сдачи крови он спас тысячи жизней, а его главной мечтой является новое здание станции переливания крови. На протяжении всех 48 лет я сдавал кровь в этом здании. Завершить карьеру донора все-таки хотелось бы в новом месте, говорит он, и желает молодежи пройти по его стопам, стать почетными донорами страны. Хотя бы не так часто. У меня раньше я, конечно, и через 2 месяца сдавал кровь, но сейчас реже. Но хотя бы не так уж через 2 месяца, чтобы они ходили. Но сдавать надо кровь, конечно. Это и организм омолаживается. И не бояться. Это никакой боли нету, конечно, ничего. Это полезно даже. Донором может стать любой человек старше 18 лет, однако у донорства есть противопоказания. Кровь не возьмет у человека с хроническими или заразными заболеваниями, или если он весит меньше 50 килограмм. Тем людям, которые хотят стать донором крови, важно особенно внимательно относиться к своему рациону и следить за здоровьем. Чинчисан Бугайрес, телекомпания «Новый век». Блистательное выступление на чемпионате России по вольной борьбе в Ингушетии показали наши спортсмены во второй день соревнований. Напомню, там сейчас Туву представляют 8 борцов. Итоги второго дня соревнований подведем с нашим собственным обозревателем в Ингушетии Айдыном Лапсан. Он с нами на связи. Айдын, здравствуй. Нас всех можно поздравить с победой. Здравствуй, Настя. Да, действительно, вчера у нас был отличный, хороший результат. Ребята наши хорошо поборолись. 125 килограмм Айдын Очержап проиграл 5-4. В принципе, для невольника, для хурижиста не такой плохой счет. Тем более на чемпионате России, где сильнейшие собираются. Тем более на Кавказе проводятся. А в весовой категории до 57 килограмм наши ребята хорошо прошли дистанцию. В 1/8 финала все наши 3 ребят были. В принципе, сетка благоволила, что редкость вообще. При удачном раскладе могло бы быть в финале 2 тувинца и даже за 3. Ну, вышло так, как вышло. Беляковку Жигет проиграл, в утешительных встречах тоже не пробился за бронзу. Хурижол Дондуков
не знаю, там каким-то предвзятым мнением против якутского борца, там встречу слили, в принципе. А Умак Сюрюн подтвердил свое лидерство, завоевал бронзовую медаль, с чем мы его поздравляем. Сегодня, значит, у нас 3 борца, все они в категории до 65 килограмм. Сейчас вот начались предварительные встречи. У нас Муртуйон Минги пока что только проиграл. Проиграл бурятскому борцу Булату Батоеву. Начин Кулар и Минги Чудак прошли свои первые встречи. И Начин показал очень зрелищную, содержательную борьбу. Надеемся, что дальше пойдет лучше. У них у всех там крепкие соперники. Дальше будем следить. Мы продолжаем следить за развитием событий. Самую последнюю информацию о чемпионате России по вольной борьбе в Ингушетии ищите в группе ВКонтакте «Борцы Тувы» и следите за нашими выпусками новостей. Далее новости короткой строкой. Сейчас в самом разгаре 6-я смена Международного детского центра «Артек». В этом году туда отправились 5 детей из Тувы. Эта уникальная возможность юным жителям Тувы выпала благодаря поддержке Тувинского отделения Российского военно-исторического общества, которое не первый год организует и оплачивает путевки в главный детский лагерь на побережье Черного моря. В этот раз в «Артек» были направлены дети, которые учатся на отлично и имеют ряд достижений в олимпиадах и различных конкурсах. Делегация Народно-освободительной армии Китая прошла курс подготовки для спецназа и горных стрелков российской армии с инструкторами из старообрядческой общины на границе Тувы и Красноярского края. Изучались базовые навыки выживания в условиях дикой природы. Группа офицеров была переброшена вертолетами в профильный тренировочный центр Ергаки. Староверы научили, как ориентироваться на местности, преодолевать скалы и водные преграды, добывать огонь, пищу, питьевую воду, обустраивать ночлег, оказывать неотложную помощь. Особенно понравилась китайским военнослужащим рыбалка с применением самодельной снасти, отметили в Минобороны. Госавтоинспекция Тувы проводит день открытых дверей. Он пройдет 16 июня в 10 часов в здании ГИБДД МВД по Республике Тыва по адресу город Кызыл, улица Ровенская, 36. Население будет принимать руководители каждого подразделения Госавтоинспекции Тувы, которые проинформируют по вопросам наличия штрафов, ограничений на транспортные средства, оказания госуслуг по линии Госавтоинспекции, а также по вопросам трудоустройства. 4 субъекта Федерации Сибирского федерального округа Республики Алтай, Тыва, Алтайский край, Новосибирская область улучшили свой инвестиционный рейтинг по сравнению с предыдущим годом. Причем последние 3 поднялись на 19-20 позиций. Такие данные были озвучены в ходе работы Петербургского международного экономического форума. Рейтинг во многом базируется на результатах опроса представителей бизнес-сообщества, оценивающих уровень работы органов власти с инвесторами. В Кызыле снимут художественный фильм по культовому роману «Над пропастью во ржи». Режиссером и сценаристом фильма выступит член гильдии кинорежиссеров России Владимир Копуш. Съемки начнутся этим летом. Фильм станет адаптацией произведения классика американской мировой литературы под современные реалии. Действие картины будет разворачиваться в Кызыле. Фильм снимается на тувинском языке, в нем будут заняты в том числе выпускники Щепкинского училища. Самое время узнать, какая погода ждет нас в ближайшие сутки. В эфире прогноз с Музой Черепановой. Доброго времени суток! О том, какая погода нас будет ожидать, расскажу вам я, Муза Черепанова. Днем в Кызыле 15 июня погода снова изменится, возможен дождь. Пасмурно плюс 26, плюс 28. Вечером и ночью за окном плюс 13, плюс 15. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Порывы будут достигать до 6 метров в секунду. Давление 704 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле неспокойное, влажность воздуха 38%. Всего вам доброго, до свидания. На этом все. Спасибо, что были с нами. Этот выпуск новостей вы также найдете на YouTube-канале Тувинская единая служба информации. До свидания.